Я реально слишком вошел в образ книжного клуба. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видеоблог студии «Ветви». Мы находимся в прекрасном, уютном кафе «Ежи». Сегодня у нас в гостях Лида Тарасова, наш старый друг и товарищ. И сегодня у нас прекрасный повод. У Лиды выходит книга. Вышла книга. Вышла, ага. Да, расскажи про свою книгу, Лида. Моя книга называется «Лесные сны». Это сборник коротких философских сказок. Сказки скорее для взрослых, но, в принципе, и детям тоже, как оказалось, очень нравится. Дети имеются в виду не малыши, а ближе к подростковому возрасту. Очень нравится детям, которые много читают. Книга очень красиво иллюстрирована. Иллюстратор Люка Неустроева. Она делала и верстку, и корректировку. Вообще очень талантливый человек. И на самом деле благодаря иллюстрациям люди как берут в руки книгу, они им сразу нравятся. Я помню, что ты ВКонтакте публиковала какие-то свои сказки. И как так получилось, что ты решила издать целую книгу? Я публиковала ВКонтакте и публиковала в Инстаграме. Появились читатели, пошел первый отклик, там люди начали говорить, ой, здорово, нравится. Как прочитать твои сказки в реале? И я стала об этом задумываться. Первым моим опытом были вот такие как раз-таки открытки. Это набор из 5 открыток, иллюстрации тоже очень классного художника Тамары Тайшиной. Дальше были мысли о книге. Понятное дело, что сам издат книгу с иллюстрациями, это просто достаточно дорого. Здесь появилась Люка. Люка – это вот первый человек, который в меня поверил и сказал, что мне так нравятся твои сказки, и я готова их рисовать авансом, то бишь бесплатно. Где-то 2 года с того разговора прошло, и вот она книга. Нас заметил издатель Медиахолдинг Якутия, то есть они мне позвонили и сказали, вы не хотите это все издать? Я говорю, конечно же я хочу, только у меня нет денег. Они такие, ладно. И они сказали, у вас такие прям классные сказки, нам нравятся, давайте что-нибудь подумаем. Результатом нашего сотрудничества стала вот как раз эта книга. Расскажи о самих сказках, потому что вот ты сказала, что они не совсем детские, то есть они больше для взрослых, наверное, потому что они несут в себе какой-то подтекст, который не каждый ребенок, наверное, поймет. Самым ближайшим аналогом, наверное, является песня «Мамы шамана» «Я на море». У нее формат тоже миниатюр и тоже близкий к сказочному. Сказка – это где, в принципе, можно все. И где при помощи образов можно донести какой-то смысл. То есть какую-то мысль ее можно так упаковать, а там уже каждый читатель распаковывает и понимает, что это свое. Мои сказки, они как раз из этой области. Они очень короткие, то есть есть сказки там, в страничку, есть полстранички. Но люди говорят, что они многослойные. То есть вот самая такая интересная характеристика, которую мне дали, это многослойность. То есть когда ты читаешь, раз что-то одно всплыло, потом другое, потом перечитал еще что-то для себя, нашел. Прям вот философскими их, наверное, даже и не назовешь. То есть там где-то вот такое что-то очень даже простое запрятано, просто это нужно увидеть. А скажи, ты читаешь свои сказки своим детям? Детские читаю. У меня же есть детские. Но не те, которые, вот, допустим, в этой книге. Пыталась. Им не заходит. Им 3,5 года. Но они так картинки посмотрели, там, что-то прикольно. Прикольно. Да. Пиши еще, мам, что. А детские, да, я читаю. А планируешь ли ты, допустим, чисто детские сказки тоже публиковать? Вообще, еще один местный издатель, он мне тоже позвонил по поводу детской сказки. У меня есть детская сказка, которая называется «Малыш-медвежонок». Это вот на такой малышовый возраст, когда обычно читает не сам ребенок, а вместе с мамой. Сказка про медвежонка, который не умеет говорить. Сейчас вот это вот часто бывает, что дети там уже, в принципе, по возрасту должны говорить, но они не... Алалия там что-то, да. Не, это даже не вот какое-то заболевание. Просто в принципе. Это сейчас норма такая. Да. Норма такая, что дети говорят чуть позже. Это, видимо, может быть, технологии как-то влияют или еще что-то. И, как правило, их понимает только мама. И вот здесь вот завязка на том, что ребенок его понимает только мама, и тут в какой-то момент эта мама пропадает. Он оказывается один, и вот ему нужно пройти вот путь, научиться взаимодействовать с людьми, научиться там, не с людьми, там, с животными, с зверями, там, найти свою маму, научиться говорить, там, многое для себя понять. Вот. Может быть, это даже о внутреннем ребенке, которого нужно тоже уметь слышать, потому что там ничего не может сказать тебе, а ты должен уметь его услышать. А скажи,
Чем ты вдохновляешься? Природой нашей вдохновляюсь. Иногда просто вот смотришь, там в лесу идешь, и что-то вот раз, там какая-то коряга напомнила, какое-нибудь существо в этой коряге привиделось, раз, и там что-то дальше пошло. И людьми вдохновляюсь интересными примерами. Типа вот из своих родителей я сделала один великан, другой там, мама там была у меня волшебница. И причем эти образы так хорошо пошли, поскольку это живые прототипы, и людям прям очень понравились эти образы, и они прям писали: ой, они такие классные. Я поняла, что людям очень нравится, когда я пишу про лес, про вот каких-то там волшебных лесных существ. Вот это очень нравится. Когда я вплетаю якутскую мифологию, ну так очень аккуратно, неявно. Вот это очень людям нравится. Особенно это нравится российскому читателю. Российскому читателю еще очень хорошо идет даже не сказки, а рассказы, где, значит, шаманы фигурируют, шаманство, вот это вот все. Расскажи, как у тебя идет именно процесс написания. То есть вот ты села, допустим, перед компьютером, перед ноутбуком, и вот что нужно, чтобы ты могла спокойно писать? Какой-то ритуал, может быть, есть или что-то подобное? Мне нужно, чтобы дети уснули. Это такой общий ритуал, наверное, для всех молодых родителей. Ну, на самом деле, вот поначалу, когда я писала миниатюры, я писала их на телефоне, потому что телефон под рукой, раз там появилось время, и у меня был какой-то образ, я пока там ходила, что-то по дому делала, с детьми занималась, этот образ уже в голове прокрутила, и мне просто надо было добраться до телефона, чтобы это записать. Когда я стала писать что-то более длинное, то есть не миниатюрки, а длиннее, мне, конечно, потребовался уже компьютер и время мою ночь. Так могу даже до утра засидеться и написать одну страницу. А как много ты уделяешь времени именно работе над текстом? То есть есть такая мысль, что вот писать как думать, как дышать, это, в принципе, каждый человек может просто что-то, свои мысли набирать, а вот работа над текстом, это, наверное, самое сложное в работе автора. Вот как много ты времени уделяешь именно? Бывает по-разному. Вот, бывает так, что вот раз и прям вот как будто это сверху пошло, так тык-тык-тык-тык, и прям как будто кто-то тебе надиктовывает. Раз, записал, все, отлично, перечитал, отлично, потом чуть-чуть подкорректировал. А бывает, что сидишь долго, пишешь, потом еще корректируешь, и вроде просидел уже 3-4 часа, а там текст это всего полстраницы. Процесс корректировки, он идет постоянно. Какие персонажи, может быть, наиболее близки тебе из твоих сказок? Может быть, кто-то какую-то начал роль играть в твоей жизни, как-то начал влиять на твои решения, еще на что-то? Ну, что прям влиять, наверное, нет. Что бы сделал медведь на моем месте? Ну, вот у меня есть такой персонаж, интересный, лесная хозяйка. Она бывает разная, то есть она может быть в виде животного, в виде зверя, обращаться там, кем угодно. И она заботится о лесе. Такой персонаж, который мне, наверное, чем-то близок. У меня все близкие родственники, семья – это биологи. Биологи, полевики, которые провели большую свою часть жизни на природе, в поле, на природе, да. И, короче говоря, мне вот это все вот сильно впиталось рассказами, и, наверное, поэтому мне вот лес, он прям близок. И я когда вот писала про эту лесную хозяйку, мне как-то вот прям легко было про нее говорить. Учитывая то, что у тебя вся семья биологи, как они отреагировали на твои сказки, насколько им понравилось и... Какие отзывы со стороны семьи были? Мой главный читатель – это мама. Когда я что-то написала, первым делом я маме отправляю, мама там высказывается, она дает там корректировки, так знаешь, говорит, но ворон не каркает. Рододендроны у нас не растут. Да, каркает ворона, а ворон не каркает, это неправильно. Папа мой, он говорит, красиво, но я, говорит, мало чего там понимаю, говорит, мне нужно, чтобы более конкретно было. Но при этом стоит отметить, что сказки получаются не только многослойные с точки зрения смыслов, но и биологически верные. То есть с научной точки зрения здесь все... Потому что мой корректор, он все прям бдит. Как это? Научный редактор? Да, научный редактор. А расскажи о каких-то источниках именно литературного вдохновения, то есть какими книгами, произведениями, может быть, не обязательно литературными, может, музыкальными ты вдохновлялась, когда писала сказки?
Из последнего, что меня очень впечатлило, это Ариадна Борисова «Земля у Доганок». Серьезная проработка архивная, потому что у Ариадны Борисовой так классно расписан быт, так классно расписаны ритуалы, что я просто восхищаюсь этим автором. После прочтения Ариадны Борисовой мне захотелось что-то вот уже писать, где конкретно я уже там употребляю слово шаман, доганка и так далее. До этого я не решалась. Если говорить о такой более сказочной литературе, мне очень нравится «Мумий-тролли». Когда я писала сказку про медвежонка, я вспоминала «Мумий-тролли» и думала, что вот получится какой-то такой мир, но мне, конечно, очень не хотелось, чтобы была копирка. А оказалось совсем другое. Но мне нравится, как Туви Янсен, как она классно описывает своих персонажей, там целый такой мир прикольный, и какие они живые, хотя нереальные. И расскажи о своих планах. То есть мы уже немножко коснулись того, что, возможно, будет какое-то расширение. Что у тебя в ближайших планах на книге? В ближайших планах это издательство «Медвежонка». Мне бы, конечно, хотелось, чтобы «Лесные сны» вышли в более объемном формате, потому что 28 страниц – это, конечно, не книга, это брошюрка. А мне хотелось бы, чтобы была бы полноценная книга, чтобы эта книга пошла через российского читателя, то есть чтобы издатель был соответствующий. И после просмотра этого видео, наверное, у наших зрителей появится вопрос, где? Где же тогда прочитать твои сказки, где можно купить книги, где можно вот эти... открытки, я так понимаю, их совсем мало. То есть, нет, все, это вот последний вариант, это мой. Все, ребят, как вы можете так посмотреть, как бы вы не сможете свои руки наложить на них. Не, на книгу-то можно. Да, но книга, где можно купить книгу? Книга должна в ближайшее время поступить в книжный маркет. И почитать можно у меня на странице. У меня есть Инстаграм, у меня есть ВКонтакте группа, и у меня есть на дневниках страничка. В общем, дорогие друзья, читайте книги Лиды Тарасовой, читайте ее сказки, читайте другие хорошие книги, читайте плохие книги. А с вами был видеоблог студии «Ветви». Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Телефон 36 97 92.